В российском городе Смоленске почтили память членов польской делегации, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, погибших 5 лет назад при подлете к аэродрому из-за густого тумана. Всего в результате катастрофы погибли 96 человек. Пассажиры самолета летели в Россию, чтобы принять участие в церемонии памяти жертв Второй мировой войны, польских офицеров, расстрелянных в Катыни. Обстоятельства катастрофы до сих пор расследуются. В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль возле транспорта с иностранными военнослужащими. По словам полиции, ранено 3 гражданских лиц. О потерях среди военнослужащих сообщений не поступало. В тот же день в Афганистане было совершено еще 2 теракта, в результате которых погибли 15 человек в провинциях Газни и Нангархар. В Кабуле собрались родственники похищенных граждан, чтобы обратиться к правительству с просьбой содействовать освобождению близких. Родственники протестуют уже более недели в связи с бездействием, как они утверждают, правительства. В феврале боевики похитили более 30 человек, путешествующих на автобусе по трассе из Герата в Кабул. Причем в плен были взяты только этнические хазарейцы. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла встретился с родственниками похищенных и заверил их, что дело о похищении рассматривается на самом высоком уровне со всей серьезностью. В столице Грузии Тбилиси скорбящие пришли на похороны полицейского, застреленного злоумышленниками 4 апреля. В ходе инцидента был убит еще один следователь. Подозреваемого злоумышленника Шалбу Абуладзе арестовали 10 апреля в ходе масштабной операции. Ранее его обвиняли в нападении на 2 других полицейских.